Здравствуйте, с вами передача «Акцент» и я Николай Борисов. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Валерий Алексеев. Здравствуйте. Алексеев Валерий Валерьевич, заместитель главного врача по лечебной работе Якутского республиканского наркологического диспансера. Окончил медицинский институт ЦВПУ в 2012 году по специальности педиатрия. Продолжил обучение на интернатуре по направлению психиатрия. В 2015 году получил специальность нарколог. Здравствуйте, Валерий. И сегодня мы поговорим о сложившейся наркологической ситуации в республике. Что происходит? Ну, в настоящий момент и в последние годы, да, наркологическая ситуация, конечно, можно сказать, обостренно стоит. В плане того, что синтетические психоактивные вещества вот уже, ну, как известно, алкоголь всегда был и будет, скорее всего. А вот каждым годом все новые и новые синтетические психоактивные вещества. Можно сказать, да, не как спайсы, вот в народе говорят, да, спайсы или дизайнерские наркотики. И с каждым годом, с каждым днем больше молодежи. И привлекаются, и административные дела привлекаются, и по данным МВД каждым годом увеличиваются административные дела по этим статьям. А диспансеризацию проходят несовершеннолетние? Обязательно диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр или те, которые уже были увлечены употреблением психоактивных веществ, да, и они ставятся на диспансерное наблюдение и определенным сроком. И в это время наблюдается у психиатра-нарколога на режимом. А насколько вырос процент за последние годы и как вообще меняется? Понятно, что как бы алкоголь стабилен, но в то же время по наркотическим. По наркотическим, ну, слава богу, по нашему региону, по республике Саха-Якутия, есть снижение, есть лучшие показатели улучшаются, но это не повод расслабляться, да, потому что есть такое выражение латентные наркоманы, которые вроде бы нет их, но видно их. Ну, это только сказать можно. Да, ну какие можно принять меры профилактические, потому что все СМИ фактически очень сильно озабочены этим. Сейчас покупка тех же спайсов, она не составляет особого труда, повсюду в социальных сетях есть специализирующиеся. Ну, не только семьи, и общественность, да, и в плане правительства, и МВД, есть, имеется антинаркотическая комиссия, да, и имеются определенные деньги, предусматривается на профилактику, на диагностические мероприятия, на профилактические мероприятия, которые залаживаются каждый год, вплоть до 2022 года уже заложено финансирование, и это на покупку диагностических материалов, профилактические мероприятия, ну, и так далее. А какой, наверное, самый молодой у нас есть наркоман, зафиксированный в республике? Ну, от 14 лет. От 14 лет. Но, слава богу, детей нету увлечено. Дети у нас это от 15 до 14 лет, да. Есть подростки есть. Угу. Ну, давайте вернемся все-таки к такой вот более животрепещущей, наверное, алкогольной теме. Сейчас в правительстве активно обсуждается еще большее ужесточение как бы антиалкогольных мер. Можно ли констатировать, что у нас как-то снижается число вот этих вот синдромов белой горячки и всего такого, или также остается на уровне? Ну, алкоголь, как сказал, был и будет, но с этими мерами, да, улучшились показатели по детству и по подросткам. Очень хорошие показатели стали, потому что эти мероприятия прежде всего направлены на детей, на профилактику, на снижение детского и подросткового алкоголизма. А взрослые, которые у нас, ну как алкоголизм, это прогрессивное хроническое заболевание, которые были уже, имеется и синдром есть, да, который зависимость. Эти те и будут употреблять. Но профилактика, конечно, профилактика всегда должна быть. Она направлена именно на детей, на подрастающее поколение. А вот, ну, меры, как в прошлом году, допустим, вот тот же боярышник, да, тот же боярышник был. И в настоящий момент, ну, слава богу, его уже не стало. С этим как раз в этот пик как раз было очень много с неврологическими расстройствами людей, и психическими нарушениями были, и с белой горячкой, ну, в народе говорят белой горячкой. То есть, получается, все-таки волна боярышника прошлого года до нас все-таки докатилась? Конечно, докатилась, но смертельных исходов. А есть ли какая-то разница между городским населением и сельской местностью?
В чем вот градация может по наркомании, может по возрасту, может по употреблению женщинами? Градации нету. По алкоголизму нету. По наркомании, да, это больше привлечены городское население, городская молодежь. Недавно проходил большой форум работников наркологических служб, работников, ну и трезвенников. Там говорилось, что по статистике в России больше всего употребляет алкоголь почему-то женщины. В республике можно такое констатировать или нет? Нет. Нет, ну, снижение. Женский алкоголизм был, и показатели, конечно, снижаются, но она есть. Это не повод расслабляться и не повод какие-то факты ставить, потому что все равно работает. А вообще, что как бы говорят, что женский алкоголизм он как-то сильнее, чем мужской, или как-то в этом плане есть ли какая-то психологическая там особенность? Или Ну, конечно, физиологическая? конечно. Прежде всего, женщина — это мать. Мать, и большой акцент на мать делается. Если семья пьет, если мать пьет, это уже раскол семьи. Но алкоголизм и наркомания в целом, почему исходят? Да, в последнее время больше стало, ну, семейные традиции, укоренились семейные традиции, да? Потому что урбанизация и цивилизация все идет, модернизация все идет, потому что родители больше стали работать, дети больше стали ходить в общественные организации, то есть в садики, в школы, после там обязательно кружки или что-нибудь, да. И с детьми родители мало стали, ну, работать. Ну, вместе какие-то посиделки, какие-то, ну, мероприятия проводить, вместе времяпровождения. Это тоже одно из. А можете ли дать какой-то совет, наверное, для того, чтобы семейный очаг сохранялся? Семейный очаг сохранялся. Ну, со стороны как нарколог я скажу, да, и как сам тоже педиатрию закончил. Ребенок — это как губка, и он смотрит, видит то, что родители делают. И всегда он берет пример с родителей. Вот, допустим, вот впереди праздничные выходные, новогодние посиделки всегда будут, да, и там и на столе обязательно у каких-то, как традиция, там шампанское, ну, алкогольные напитки имеется в виду, да, и ребенок смотрит это, видит это, все и впитывает, и ему уже в подсознании сохраняется, это уже можно. В каких-то праздниках можно, если можно, он подрастает, уже когда он подростковый возраст имеет, уже как индивидуальность, да, становится. Когда индивидуально становится, он тоже как по примеру родителей. Только родители делают, почему бы не мне? И с этого все начинается. Спасибо, Валерий Валерьевич. С вами была передача «Акценты». Я Николай Борисов.